С 1 июля 2018 года на территории России все предприниматели обязаны иметь кассовый аппарат, в том числе и те, кто оказывает транспортные услуги. МУП и ИПАК и окружная администрация Якутска ввели новый вид кассового аппарата – валидатор. Это устройство российского производства. Выпускает эти валидаторы московская фирма «Штрих-М». Мы являемся разработчиками оборудования, которое установил в своих транспортных средствах транспортные перевозчики города Якутска. Это оборудование уникальное. Впервые в России терминал оплаты считывает одновременно как простые транспортные карты, так и карты банковские, национальной платежной системы МИР, карты Visa, карты MasterCard. И в то же время оплату проезда можно произвести с помощью мобильного телефона, NFC-телефона, и можно также с помощью обычного смартфона, с помощью считывателя QR-кода. То есть терминал оплаты, он универсален с точки зрения считывания информации, и он, кроме этого, еще выдает билет. Билет – это документ, который говорит о том, что перевозчик и пассажир заключили договор на перевозку пассажиров. С внедрением универсальной оплаты проезда со всех видов банковских карт и сотовых телефонов внушительная делегация от города Якутска во главе с заместителем главы, директора ИПАК и директоров маршрутных автобусов Якутска посетили завод и офис фирмы «Штрих-М». Для якутской делегации был проведен обучающий семинар по кассовым аппаратам и по программному обеспечению для пассажирских автобусов. Фирма представила новые разработки по контролю пассажиропотока, всевозможных видов кассовых аппаратов и показала работу своего бортового компьютера с учетом видеонаблюдения. В настоящее время мы уже изготавливаем партию датчиков подсчета пассажиров, которые поедут в город Нижневартовск. Даже мало того, уже в Нижневартовске начался монтаж этого оборудования. Там тоже суровые погодные условия. И эти изделия, они себя хорошо зарекомендовали, опытные образцы. И сейчас вот мелкое серийное производство мы уже будем устанавливать в Нижневартовске. И эта система мониторинга пассажиропотока, она дает информацию по каждому остановочному пункту. Сколько зашло пассажиров в транспортное средство и сколько вышло. Транспортные перевозчики могут получить дополнительный экономический эффект за счет того, что они правильно составят расписание движения транспортных средств, что они правильно распределят на маршруте средства большой вместимости, малой вместимости. И кроме всего прочего, эти датчики, они дают полную информацию о том, сколько пассажиров вошло в транспортное средство и сколько денежных средств должен сдать водитель. То есть это система автоматического контроля оплаты проезда. Бортовой компьютер сравнивает информацию с датчиков, сколько вошло пассажиров, и сравнивает информацию с терминалов оплаты, сколько пассажиров оплатило проезд. И если есть неоплатившие, то в этом случае в автоматическом режиме идет сообщение в диспетчерский центр, и в диспетчерском центре видно каждое транспортное средство, на борту которого есть неоплатившие пассажиры. То есть это централизованная служба контролеров, которая может проконтролировать эти транспортные средства. То есть полный автоматический контроль оплаты проезда. Открытием для делегации стал своеобразный черный ящик-тахограф для пассажирских перевозок. Это устройство должно полностью стать на вооружение всех транспортных перевозок в Российской Федерации до 1 июля 2019 года. Устройство позволяет при любых аварийных ситуациях, будь то ДТП или возгорание, установить точную картину происшествия. При этом оно полностью следит за техническим состоянием транспортного средства. На каждое транспортное средство, теперь пассажирское, с 1 июля 2018 года те транспортные средства, которые ходят на пригороде, они должны быть оснащены тахографами. А с 1 июля 2019 года и все городские транспортные средства также должны быть оснащены тахографами. Тахограф, мы его также выпускаем, и на сегодняшний день выпустили уже порядка 250 тысяч тахографов. Тахограф уникален тем, что сейчас он является средством измерения. И всю информацию о скорости движения транспортного средства, о времени работы водителя,
о пробеге транспортного средства, мы имеем точные метрологические данные. То есть это достоверная информация. Если либо к бортовому компьютеру или к тахографу подсоединить датчик топлива, который мы тоже производим, датчик топлива называется уровень М1, то мы еще будем показывать несанкционированный слив бензина. То есть полностью все функции автоматизируются. И мы можем подключать различные датчики, в том числе и датчики температуры, датчики дыма, датчики взрывчатых веществ. То есть все по желанию заказчика оборудование наше может делать. Якутская делегация попросила привязать данный черный ящик к бортовому компьютеру на маршрутных автобусах Якутска с возможностью передачи данных в центральную диспетчерскую службу. Якутян очень впечатлило знакомство с новинками, которые предлагает фирма «Штрих М» на территории России. Это один из основных разработчиков. На самом деле я очень благодарна городу Якутску за такую делегацию. И это очень правильно общаться непосредственно с тем, кто эксплуатирует систему, потому что мы работаем именно для вас. И вот эта прямая связь производитель и заказчик – это очень важно. Общение с самими перевозчиками для нас это тоже очень большой опыт. Я очень благодарна и довольна о том, что у нас такая встреча состоялась. И я надеюсь, что вашим перевозчикам тоже понравилось то, что мы рассказали. Но и потом сам факт, то, что вы находитесь в стенах производителя, вы видите количество разработчиков, которые у нас есть, да? Количество программистов, которые есть. То есть вы посмотрели, как все это происходит в жизни. Да? Я считаю, что для вас это тоже опыт о том, что есть отечественные производители, оборудование которых находится на очень высоком уровне. Это поистине инновационные технологии, которые вы внедряете. Поэтому вы впереди планеты всей, что называется. Отрадно, что Якутск стал обладателем системы, разработанной российскими инженерами, которая прошла международную аккредитацию и в скором времени будет выставлена на выставке для продажи в Европе. А для Якутска данное устройство позволит предоставить горожанам осуществлять более комфортный проезд, забыть о контролерах и ругани с водителем, так как вся система находится под видеонаблюдением.